Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня, 11 марта, исполнилось бы 80 лет Таифу Ачба, талантливому абхазскому поэту, лауреату Государственной премии Республики Абхазия имени Дмитрия Гулия. Первые стихи поэта были опубликованы в журнале «Алашара» и в газете «Апснакапш». Первый сборник стихи был издан в 1968 году. Таиф Ачба – автор более 10 книг стихов и поэм. Поэт придерживался традиции классического стиха. Его произведения не декларативны, не навязчивы. Его стихи и поэмы изумляют и взрослого, и юного читателя своей чистотой и проникновенностью. Несут в себе большую смысловую нагрузку. Они заставляют его задуматься о сложных проблемах бытия. Характерная черта его лирики – музыкальность, красота слога. Жизнь поэта трагически оборвалась. Таиф Ачба стал жертвой грузинских оккупантов. Во время Отечественной войны 9 октября 1992 года его забрали из дома грузинские гвардейцы. О дальнейшей судьбе Таифа Ачба до сих пор ничего не известно. В российских средствах массовой информации появилось сообщение о том, что условия промысла хамсы в водах Абхазии для рыбаков Ростовской области, Краснодарского края и Крыма упрощены. И абхазская сторона согласилась изменить порядок оформления добытой российскими судами хамсы, разрешив вывозить уловы в Россию без таможенного оформления. Договоренность об этом, как отмечается в сообщении, была достигнута в ходе совещания в Сухуме делегации рыбопромышленников из Ростовской области и властей Абхазии. Насколько данная информация соответствует действительности, выясняли наши корреспонденты. Репортаж Гугуцы Вардания. В конце февраля в Сухуме состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства Абхазии Амирана Какалия с членами делегации Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства во главе с Игорем Рулевым. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с промыслом хамсы в акватории нашей республики. После этого на сайте Росрыболовства появилась информация о том, что Абхазия упростила условия промысла хамсы для некоторых регионов России. В частности, согласилась изменить порядок оформления добытой российскими судами хамсы, разрешив вывозить уловы в Россию без таможенного оформления на территории республики для исключения дублирующих процедур. Между тем, по словам министра сельского хозяйства Абхазии Амирана Какалия, таких договоренностей по этому вопросу не было. Российская сторона обратилась к нам с письмом о том, что какая хамса вылавливается на территории Путини 2018-19. И поэтому было принято решение встретиться в городе Сухум. Никаких соглашений не подписывалось там абсолютно. Просто обсуждались те вопросы, которые были обозначены российской стороной. Среди предприятий, занимающихся уловом и переработкой рыбы на территории Абхазии, есть и российские, сказал Амиран Какалия. Он также отметил, что решением Абхазо-Российской комиссии по рыбному хозяйству российским рыбодобывающим предприятиям отведено 15% от общего лимита улова хамсы. Постановлением Кабинета министров были распределены квоты в следующем порядке. 27 тысяч тонн черноморской хамсы. Запаса составляет 110 тысяч тонн. При этом по соглашению, по решению комиссии, это еще 2016 года, 15% хамсы, то есть по прогнозам, которые должно быть выловлено, 15% предоставляется квота российской стороне, российским добывающим компаниям. 15% составляет 4000 тонн. Российско-абхазская комиссия в области рыбного хозяйства создана на основе соглашения между правительствами Абхазии и России о сотрудничестве в данной области, заключенного 11 октября 2010 года. Все дальнейшие вопросы будут обсуждаться в ходе 6-й сессии совместной комиссии по рыбному хозяйству, которая состоится через несколько месяцев в России. Гугуса Вардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Завтра, 12 марта, в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» откроется 26-я туристическая выставка «Путешествие и туризм. МИД». Абхазия уже в 4-й раз примет участие в этом престижном международном форуме. Международная выставка «Путешествие и туризм. МИД» – самая крупная туристическая выставка в России и СНГ, входит в 5-ку ведущих туристических выставок мира и пользуется широким признанием международного туристического сообщества. Ежегодно на ней собираются лучшие представители туристического бизнеса России
России и всего мира. Помимо сотрудников Министерства по курортам и туризму, в состав делегации Абхазии войдут туроператоры, а также представители ТПП Абхазии и национальной туристической компании. В абхазском павильоне будет выставлена рекламная продукция, журналы, буклеты и брошюры с полной информацией о гостиничных комплексах и подробным описанием туристических маршрутов страны. На стенде будет изображена туристическая карта Абхазии, рассказывающая о достопримечательностях нашей республики. С наступлением тепла в Абхазии начнутся мероприятия по лечению пальм от пальмового долгоносика. К профилактическим мероприятиям в Сухуми и Гагре специалисты приступят уже на текущей неделе. Им предстоит провести обрезку нижних листьев деревьев. Кроме того, в Абхазии появился еще один вредитель – пальмовый мотылек, или, как его еще называют, уругвайская огневка. Данный паразит, как и пальмовый долгоносик, очень опасен для пальм. Оба паразита относятся к одной инвазивной группе. Разница лишь в том, что мотылек в основном поражает веерные пальмы. Личинки пальмового мотылька проникают внутрь ствола дерева и питаются там, полностью разрушая сердцевину и уничтожая точку роста пальмы. Очаги заражения пальмовых насаждений уругвайской огневкой выявлены в Гагре и Сухуме. Для того, чтобы уничтожить и не дать распространиться опасному вредителю, специалисты приступят к химической обработке пораженных деревьев. У нас состоялось заседание комиссии по борьбе с инвазивными вредителями, где было оговорено ряд мероприятий, которые необходимо провести. У нас уже есть пестициды. Я не скажу, что в достаточном количестве, но они есть для начала, и на 2-3 обработки до середины лета, очевидно, нам хватит. Один и тот же пестицид идет на обработку против уругвайской огневки или же против пальмового долгоносика. Надо производить опрыскивание, надо вводить раствор баковой смеси, в результате чего они могут погибнуть. Вот наши обработки, они дают эффект, умерщвляя гусеницы того или иного вида. А утилизация надо производить по максимуму, надо стараться, распотрошив, достать и механически уничтожить. Если это ствол, то ствол, оно очень тяжело поддается горению, и потому лучше всего ее закопать. А если идет речь о листьях, то их сжечь. 11 марта известному абхазскому ученому, археологу Вадиму Бжане исполнилось бы 85 лет. Как археолог он провел огромную научную работу, участвовал во многих экспедициях, написал не один десяток ценных научных трудов. Сфера исследований ученого была изучение памятников неолита. Археологические экспедиции, в которых участвовал Вадим Бжане, велись на Южном и Северном Кавказе, в Турции, Болгарии и Алжире. Как говорят специалисты, еще несколько поколений ученых могут написать ряд научных диссертаций по тем материалам, которые в свое время нашел, описал археолог Вадим Бжане. В нашей программе сегодня передача из архива абхазского телевидения с участием Вадима Бжане, а завтра новая передача «Вадим Бжане. Воспоминания о друге». В ежемесячном информационном бюллетене о наличном денежном обращении банкноты стран мира «Денежное обращение. Экспертиза фальсификации» опубликована статья о первой памятной банкноте Республики Абхазия Владислава Арзенба. В статье приводятся детальные характеристики банкноты, а также описывается комплекс защитных элементов. Заголовок статьи об абхазской банкноте вынесен на обложку издания. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Абхазии. Инар Гицба по собственному желанию ушел с должности директора Государственного инвестиционного агентства. Об этом сообщает Министерство экономики Абхазии на своей странице в Фейсбуке. Министерство экономики благодарит Инара Гицба за работу и желает успехов в дальнейшей карьере. Инар Гицба был назначен директором Государственного инвестиционного агентства ровно год назад, 11 января 2018 года, приказом министра экономики. В декабре 2017 года Гицба был избран исполнительным секретарем Всемирного Абхазо-Базинского конгресса. Инар Гицба остается послом по особым поручениям МИД Абхазии и намерен сосредоточиться на работе в ВААГ. Новым директором Государственного инвестиционного агентства назначен Саид Гулария. Ранее он возглавлял правовое управление Министерства экономики Абхазии.
При содействии Министерства здравоохранения Абхазии под патронажем международных организаций программа развития ООН и Фонд по народонаселению ООН продолжаются акции в рамках проекта «Мобильная лаборатория». Это абсолютно бесплатный и конфиденциальный скрининг на ВИЧ, гепатиты Б и С и инфекции, передающиеся половым путем, диагностика крови на сахар, а также консультации высококвалифицированных специалистов-медиков. Проект «Мобильная лаборатория» будет работать 12 марта с 9 утра до 15 часов при Гулрыбской ЦРБ. Члены спортивного клуба «Спорт Апсны» покорили самую высокую точку африканского континента – вулкан Килиманджаро. Президент Федерации триатлона Абхазии, руководитель спортивного клуба «Спорт Апсны» Борис Барцец после сложного трехдневного восхождения вместе со своими товарищами утром 8 марта достиг самой высокой точки Килиманджаро – пика Ухуру, который находится на высоте 5895 метров над уровнем моря. Идея восхождения на Килиманджаро появилась у Бориса Барцеца в августе 2018 года, когда он вместе с друзьями покорил Эльбрус. Тогда восхождение было приурочено десятилетию признания независимости Абхазии и России. Руководитель спортивного клуба «Спорт Апсны» пока не определился с тем, каким будет следующий маршрут в его списке, но планирует покорять по одной из мировых вершин раз в год. Международный чемпионат по ментальной арифметике прошел на днях в Санкт-Петербурге. Среди его участников были и воспитанники Сухумского образовательного центра «Академия». Ученик 2 класса Сухумской 2-й средней школы Аслан Ванача занял 3-е место в турнире. Всего из Абхазии в соревновании приняли участие 5 детей. Международный чемпионат по ментальной арифметике «Абакус» проводится в России с 2015 года. В 2019 году в нем приняли участие около 200 школьников из 12 стран. Сегодня у православных верующих начался Великий пост, самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений. Он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником Пасхой, Днем Воскресения Христова, который в этом году будет отмечаться 28 апреля. Согласно православным канонам, Великий пост делится на 6 недель, называемых Четыредесятница и Страстную неделю. Великий пост – время строгих ограничений в еде. Под полный запрет подпадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобные хлебы, выпечка. В некоторые дни разрешено употреблять в пищу растительное масло и рыбу. Особенно усердно положено поститься в первую и последнюю недели. На абхазском телевидении начинается новый авторский проект «Грани» с Ренатой Шакаевой, в котором будут подниматься острые проблемы нашего общества. Это проект о гранях нашей с вами жизни, о том, что беспокоит каждого из нас. Первый выпуск передачи смотрите сегодня в нашей программе. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи арбитражного суда Республики Абхазия – 1 единица. У Чимчирского районного суда – 1 единица. Прием заявлений кандидатов на должность судьи осуществляется в помещении Министерства юстиции Республики с 12 по 26 марта включительно. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 14-19 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.